Ребятки, всем привет! Ну что, золотая осень наступила. Первый выезд по Налиму, ребята. Сегодня я на мотовездеходе, не на моторной лодке. В общем, еду на одно из местечек, еду через лес, через бор. Вот. Хочу попробовать, ребятки, постоять по Налиму. Ночью уже холодно, сегодня всего лишь +1 будет. А днем солнышко, красота, светит солнце, тепло. В общем, проезжаю через бор, ребята, и решил собрать грибов, ну там 2-3 штуки на ужин. Вот. Красноголовички такие стоят, смотрю, маленькие. Вон сколько, ребят. Смотрите. Бум. Малыши, карандаши лезут. Вот. Грибов море, ребята. Я еду. Стоят боровики прям возле дороги. Я на них внимания не обращаю. А знаете, душа прям хочется остановиться, резануть. Ну, с грибами все в порядке. Кто смотрел, ребят, тут видел, что все четко в этом году. Грибов море. Здесь, правда, подосиновики растут. Вот. А мне на жарежку бы еще беленького одного, ребят. Было бы самое то. Было бы самое то. Вот. Много не надо. Блин. Там шляпа, ребят. А тут молоденькие красавчики. Таких что не дернуть. Там шляпы. Так, надо еще один боровичка, ребят, надыбать. И будет отлично. Смотрите, сколько стоит. Грибы. Там. А он молоденький какой. 2 даже такие, знаете. О. На грибную икру он самый то. Все, хватит, наверное. В карман сейчас засуну. Я там проезжал, ребят, там боровиков куча. А люди едут. Только выходят. Опа. Что, нам хватит, наверное, на покушать. Малыши самый то, самый смак.
Красота. Прошел по берегу, ребят, сразу сделал разведочку. Вот. Ну, тут все стандартно. Эта сторона трава, ребят, и высокая полка, обрыв. Туда будем кидать закидушки, так как удобно закидывать, выкручивать, налимчика доставать, если он будет. Вот. А там получается уже более полого. Там 3-4 донки можно будет поставить именно которые с руки. Итого у меня будет 8-9 доночек, ребят, на налима. Пробрался потихонечку на своем тырчике. Милое дело вот так выскочить. Как бы и весь шмурдяк, ребята. У меня и печка сегодня с собой, потому что ночью холодно. И пила, и палатка, и... Ну, в общем, полные сани. Соответственно, как бы это не по-детскому, так скажем. Все серьезно, все шикарно. Время, что-то я хотел время посмотреть. 2:30, 45 минут. У нас осталось до 7 заготовить дрова. Выставить, ну понятно, выставим уже ближе к сумеркам, ребят. Сейчас делать нечего. Вот. Приготовить дрова, поставить палатку. Такие дела. Там в кустах весной притарабанила сушинка такая нехреновенькая. Смотрю, пилили ее там ребята тут, рыбачили. Вот. Ну, в кустах. Или, не знаю, съездить в лес, сушинку хорошенькую, ровненькую собрать. И на печку, и на палатку как бы нужно. На палатку там 3 чурбана, ребят, вот так. Так что давайте, разгружаемся, пьем чайку и погнали. Надо быстренько все успеть. Вот. Класс. Первая рыбалка по налиму, ребята. Не знаю, еще информации особо нету. Деревенские молчат, форумы молчат. Какие-то маленькие такие попадались. И все. Погнали.
Обожаю это место. Тут все до боли знакомо. Все рогатулечки мои, миножник, короче, все здесь. Здесь прям такой райский уголочек. Осенью прям здесь, мне кажется, с голоду не сдохнешь. Грибы, ребят, я тут вступить некуда. Маслята везде, тут опята, не опята, а эти каких, маховики, маслята, вон они, растут прям здесь. Вещи даже положить некуда, ё-моё, все в грибах. Ну, я себе там по дороге штук десяток взял. Много, конечно, я так маленьких поджарю сегодня. Шикарная местина. Обожаю. Здесь как раз палаточка хорошо влазит. Как бы ты так закрыт здесь. Вообще круто. Многие, наверное, узнали это место. Я сюда приезжаю осенью раза два. Давайте, ребят, за первый выход. Не знаю, откроемся, не откроемся, но попробуем постоять. Черви есть. Кто в Телеграме тут видел. Такие дела. Так. Ну тут сушин, ребят, ничего нету. Здесь я знаю, вот тут поблизости, здесь все, что было, я все забрал. Я тут вдоль и поперек ходил, надо туда, в лес немножко зайти. А что будем заходить? У нас мотоцикл. Мы сейчас заедем, телегу напилим и сюда притарабаним. И все. И вся любовь. И на костерочек вечером посидеть. И в палаточку. Нормально. О, огонь, ребят, чаечек. Так, ну что, приготовим, ребятки. Так. Ну, все те же самые палочки Наутилус, ребят. Батлер Авди, 150 грамм тест, 1,80 м. Один я поломал, к сожалению. Кончик сломал. Вот так, короче. Красную вершинку вот обломил. Перевозки. Надо реально чехол взять под них, блин, и не мучиться. Так. Ставлю я здесь один поводок. На конце груз, естественно.
сотка, не знаю, будет держать, не будет на вертлюге. Вот, как бы. Ну, все в петля в петлю, как обычно, ребят. Все очень просто. Вот. И один поводочек сверху. Так, где-то вот здесь петельку тоже делаем. Небольшую. Так. У меня уже готовые есть, ребят, поводочки. Я их просто снимал. Сейчас я их вдену. Тут 0,30, 0,32 что ли. Крючочки. На налима я стараюсь длинным цевьем брать. Вот такого плана. И также в петлю продеваем. А на донках у меня два поводка, а здесь по одному неудобно, потому что путается. На донках по два вроде как нормально. Там доночки 3, наверное, смогу поставить. А вот с полки вот этой травяной поставлю закидушки. Также в прилове может быть лещ. В прилове, ребят, может быть лещ. Может быть стерлядь. Здесь, кстати, она присутствует. Ну, в общем, как-то так. Вот оснасточка готова. Сейчас сделаю. Сегодня я еще, кстати, взял, ребят, эти светлячки. Ну, они просто палочкой вдеваются. Там сколько их? По 2 штучки. Угу. Вот. Надо купить эти на осень бубенчики, которые при поклевке начинают светиться. Здесь у меня запасные крючки, поводочная леска, грузила на донки, бубенчики, колокольчики. Такие дела. Так, ребят, что, обозначимся? Вот отсюда начну. Тут, кстати, рогатулечки. Я даже знаю у кого. Женек, будешь смотреть, тебе привет. Это, скорее всего, твои рогатулечки стоят, валяются. Кинем, наверное, пару червячков, ребят. Сейчас, в принципе, окунь может хапнуть. Вот. Сейчас время такое. Пускай стоят, а потом уже будем ближе к сумеркам, ребят, начинать рыбалить. Черви добротные, с огорода. Даже, наверное, по одному тратить не буду. Вот, первое здесь будет у нас. Есть контакт. Сюда вот эти звонки поставим. Наконец, далеко от лагеря. И будет понятно, что вот эти звонки бомбят. Он тащит. Понятное дело, сотка маловато. Течение здесь, поворот как раз выходит, и течение в эту сторону бьет струя. Вторая, поехали. Метра 4 есть, смело. Тащит сотка, блин, хреново держит. Тот клюет уже. Мелочь. Ну ладно, что потом.
Это у меня уже груза, ребят, свои, самопальные. Сам уже плавил, 175 грамм у меня. 2 поводочка. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Раз. 2. Это не 12 метров, ребят, это побольше будет. Ригатульки не стал вырубать. Брал с собой заводские. Использую их. Так. Бубенчик одеваем, ребят, все так же. Петля в петлю. Продеваем. Задеваем. Заводим. И все. Лесочку выматываем. Сейчас посмотрю, какая дистанция, что как лучше. Вот. Основная у меня здесь 0,7. Поводки те же. 35-й, 33-й, не помню какие. Крючки тоже, вон, видите, ребята, и карповые такие. Всякие, короче, нанолима. Красный червь не использую, он мягкий, рвется. Даже бывает, что об воду удар. Дендробена классно подходит. Заводской, если дорогой, зараза, конечно. Ну, сейчас пока огороды копаем, так черви есть. Собираем. Все, погнали. Раз. Нормально. О, тут уже мелко, ребят. Свальчик вот тут, получается, идет. Но ничего, это осень, налим любит и на меляк выходить. Сколько рыбачу здесь, ребят, никогда так не видел низко самолеты. Ну, понятно, на Сыктывкар идут. Но очень прям низко, прям с под елки прям вылетают. Второй подряд, охренеть. Что такое? Так низко прям. Не припоминаю я здесь, чтобы они так ходили. Ну все, ребятки. 5 самолеты просто. Что-то странно, как-то я такого не припомню. Чтобы они вот так тут. То ли линию поменяли, то ли что. 2 сейчас на посадку, 1 на взлете. До Сыктывкара здесь, если по прямой, ну, 80 километров плюс-минус. Такие дела. Ладно. 5 закидушек, ребята. 5 донок. 10 штучек, короче. Боевая единица. Я обычно вот десяткой работаю. 10-9 донок. Не больше, не меньше, как бы.
Раньше по пляжам с пацанами заряжали по 30 штук. И там колокольчиков не было. Все дефицит. Там какие-то гильзы там сами делали. Просто палочки подвешивали. И как бы налим такая рыба, ребят, что в основном заглот. Когда идет жор, там его не надо подсекать, там как леща, там что-то еще. Налим хапает в заглоте. Ходим, проверяем. Бандой ходим. На круг, что ли, пошел. Что-то странно как-то. Походу на круг, ребят. Охренеть. Ставим палатку. Звенит. Так, ну что, ребят, пришло время печурочки. Так, это у меня от берега, ребят, 15 литров специально под эту палаточку. Есть коврик, в комплекте уже шел, совочек даже идет в комплекте. Вот в такой сумке гермо, ножки в чехле. Вот, они вот так устанавливаются. И тут такие барашки, что тоже немаловажно. На пошехонке постоянно эти ноги, блин, пляшут. А тут затянул как бы. И все. И вся любовь, как говорится. Нормально, продуманно делают. Отверстия специально, чтобы, ребят, ножки остывали. Вот. Я обзоры показывал, кому интересно, есть на канале. Какие печки. Немножко рассказывал, делился своим опытом. Рукавицы, перчатки идут в комплекте. Ну и трубы. Труба здесь шестерка, конечно. Ну, печка маленькая, ребят. В принципе, нормально. Ну а так, конечно, восьмерочка самый то, ребят. Самый ходовая. Тут сделано тоже не все так просто. Камера специально сверху. Дверка очень удобно. На пружинках ничего не обжигаешься. Каминное окно, кстати, есть, ребят. Можно открыть. Ну и вот, в общем, регулировка тяги. Вот. Каминное окно я еще, кстати, не открывал. Но оно мне, в принципе, и не надо. Труба идет спереди. Как бы здесь два экрана. Вот. Они вот так в пазике вставляются. Все, в принципе, тоже все быстро. Все удобно. Вот так раз. Вот так вот. Два. Ну и все, погнали. В комплекте еще идет тросик, ребят. Где-то он здесь у меня. Идет тросик, даже датчик угарного газа. Тросик фиксируется за нижнюю и за верхнюю трубу. Вот
искрогаситель вот так и выполнен, цепляется. И, допустим, когда сильные штормы, ветра где-то в горах, то чтобы труба, ребят, у вас не убежала никуда. Печка уже у меня обкатана. Сразу собираем вверх. Вот. Вот так вот. Здесь вставные кольца стальные. Противопожарка, в общем, сделана на ура, ребят. И все. Наша печка готова. Солнышко садится, ребят. Все на горизонте уже. Перепроверю. То тут окунь, не окунь. Кто тут звенит. Мелочушка. Рано еще, понятно. Посмотрю, как трава у нас. Ну, нормально. Какая-то водоросль зацепилась. А так, ничего страшного. Понятно, червей нету. Как бы и не стараюсь насаживать сейчас, потому что экономить надо. Надо экономить, ребята. Ночью уже будем по 2, по 3. Так, посмотрю. Вроде тут зацепов не было. Все вроде тут было нормально. Тут у нас было все вроде четко. Охренеть. 2, что ли, там окуня, ребят. Не могу понять. Ну, смотрите. 2 окушка, да, нормальные такие окушки. Гирлянда такая. В заглоте. На донке. В заглоте, ребят, на доночке окушки. Да нормальные, едовые. Правда, кровоточат. Я же взял инструмент, приготовил уже сразу, чтоб не мучиться. О, пакет какой-то валяется, надо сжечь. Да. 2 таких заберем, да? Че, все равно заглотили, ребятки. Садок, значит, мочим. Но я вам сказал, что окуня. Сейчас время окуня. По идее. Сейчас он жирует. На спиннинг, наверное, хорошо ловится. Но это ненадолго сейчас. Темнеть начнет. И все. И все прекратится. О, какой. Заберем, ребят. Нормальные, хорошие окушки. Еще парнишка попался. Но вот больно маленький. Не знаю, получится его отцепить, нет. Аккуратненько.
извлечь крючочек. Крючки-то не маленькие. Опа. Давай. Дай, брат. Кто молодец? Дрюня молодец. Все успел, все сделал. Есть еще порох в пороховницах, ребят. А так на самом деле все равно чувствуется, что чуть-чуть медленнее уже начинаешь это все делать. С такими с перекурочками. Вот, раньше там все это пешком и еще тут носишься как угорелый. А тут как-то так, с чувством, с толком, с расстановкой, я бы так сказал, ребят. Наверное, не старею, наверное, мудрею, скорее всего. Потихоньку, помаленьку, аккуратненько, не спеша. Вот. Чтобы все четко было. Ничего не сломать. Спокойно доехать, спокойно уехать. Все. И костер еще успел сделать по светлу, так скажем. Сейчас через полчаса, ребят, уже будет темно. Перекусим, наверное, мы под фонарик уже. А готовить будем поздно ночью в палатке. Не знаю, грибы чистить пока не чищу. Наверное, ничего не будет с ними. С такой кучей мы что-то вырежем себе по-любому. Вот там 4 беленьких, там красноголовички. Потому что я ничего не брал, ребят. Картошка есть вареная, маленькая. Помидор, огурец, все. Там всякие там кашки, там эти пакеты там утренние, там она есть, как бы. Сегодня, потому что ничего еще не ел. Утром в лес за грибами. Приехали, развез грибы, продали грибы. Собрался, чай с пирогом, кусок урвал еще и погнал. И время у нас уже 6:30. Хотя, в принципе, можно и перекусить сейчас, ребят. Так, чуть по чуть. Печка стоит, дров наколол. На костер дрова. Эти поменьше. Печка, потому что 15 литров. Надо чуть-чуть поменьше. И все. И, в принципе, нормал. Печку подпалим. Там потом Ташкент будет. Сейчас уже потемнеет. Надо будет перед сумерками, ребят, перебросить. Уже нормально зарядить, так скажем. Я имею в виду уже хорошие пучки. И уже будем ожидать 7, 8, 9 выхода налима. Если он будет, конечно, опять же. Я надеюсь, что будет. Какого-то сопляка должны поймать. Время уже все, ребят. Самый пик. Я какие-то гадаю и в августе уже начинал в конце. Было и такое. Так что, не знаю. Трава нормально. Окушки, понятно, вечером позвенели. А так,
сумеркам все должно затихнуть. Должна быть тишина. Только ночные бродяги. Лещ, налим. Ну вот ёрш еще и пескарь может быть. Я надеюсь, что его здесь не будет. Все. Блин, сразу похолодало, ребят. Отвечаю, ребят. Солнце еще пригревало, блин. Знаете, такое ощущение, что бабе лето. Но я надеюсь, что еще будет в дальнейшем такая погода. Потом как могут дожди зарядить недельные. И все. Вот это морось. Так уже не покайфуешь. На лайте. В колошках таких небольших. Дождевик. Все сырое. С деревьев текет все. Ладно. Перекусим и, ребят, перезабросим. Как раз успеем, наверное. Ну что, ребята, луна вылазит, убывающая. Все, в принципе, порядок. Что, наш выход. Начинаем. Заряжаю. Будем ждать дзынь. Будем ждать первый дзын на лимьи. Потемнело быстро. Ну, уже конденсат. Так, есть немножко мусора. Я считаю, что не критично. Не критично. Ну и окунь уже все, перестал. Выходил, немножко хулиганил вечером. Все. Сейчас сделаем шматочки хорошенькие. Опа. По 2, по 3. Будем ждать. Должны выйти. Я думаю, должны. Вечерние окуни еще, ребят, не отошли. Ну, они, может, с вечера. С вечера, может, попался. Сколько уже, наверное, 6-й или 7-й? Заглотил, блин. Придется забрать. Ё-моё. Придется забрать, ребята.
Все шикарно. Все шикарно. Черви на месте. Ну что, пробежался, ребят. Все идеально, я бы сказал. Даже чересчур. Вот так поднасадил там парочку. Добавил. А так все четко. Радует, конечно, что нет пескарей, ершей. Вот. Что можно просто сидеть и ждать поклевку. Но пока тихо. Время, ребят, самый пик. Ждем. Зазвенит, там уже все понятно будет. Блин, а? Давай, Никодим. Твое время пришло. Твой выход. У меня-то все готово. Темная ночь, только пули свистят по степи. Первый рыбалка, ребят, всегда, знаете, такое волнение небольшое, когда вот, ну, ты не понимаешь. Я правильно раньше не начал выезжать, потому что было понимание, что, наверное, рано еще. Потому что лето дурацкое и осень не та, которая, ну, даже грибы пошли не по времени, ребят, в этом году. С опозданием. Соответственно, я думаю, и налим тоже с опозданием. Вот. Ну, в принципе, все как нужно. По налиму. Место, ребята, место здесь не трофейное, но здесь я сюда доставал за сезон 5-6 штучек. Таких в районе килушки. Полторашка здесь когда-то ловилась. Вот. Так что, не знаю. Вот просто жду сейчас, ребята, вот это, знаешь, долгожданно, вот это. Все, он погнал. Ну, просто молчит. И по реке, как бы, и вот я с рыбаками, как бы, на связи, и внизу, и на другой реке попадались, но еще только мелкие. Это вот первенцы такие выходят, они так. Потом он просто начинает резко выходить. Так же, как и грибы. Вот я ездил, проверял. Нету. А потом в лес заезжаю, знаете, я еду, я уже по запаху чувствую, что здесь есть они. Я смотрю, на дороге просто стоит уже, и все, я понимаю, что все, пошла жара. Вот. Так же и с налимом, ребят. Понимаете, это такая рыба интересная. Вот. Окуня можно поймать, ну, мне кажется, в любое время года. Правильно? Щуку можно поймать в любое время года. Там, ну, как-то вот так образно. Зимой же ее можно поймать на жерлице? Можно. Летом на спиннинг? Можно. Весной, там, ну, осенью, тем более сейчас вот там трофейная даже щука. Вот. А налим, именно такая рыба, семейство тресковых. Вот он, зараза, только вот именно, ребята, в свои периоды выходит. Это очень интересная рыбалка и очень интересная рыба. Летом ты его не поймаешь. Вот. Можно в каких-то ямах там, но это очень-очень редко. На продольник, на миногу там, так, случаи. А половить вот именно налима прям хорошо можно 3 раза в год. Это осенью, это зимой после икромета, это плюс-минус январь, февраль, март, там, ну, в конце февраля, даже вот, наверное, март, вот, бывает хорошо. Ну и весной, после половодья, вот он еще клюет.
вода пока холодная, это уже по открытой воде. И потом все, вода начинает набирать температуру, солнышко греть начинает, все, чик, как обрезал. И вот летом, вот интересно, где он, как он выживает, где он под корягами сидит, бедолага. Вот, голодает. А вот потом осенью вот опять начинает набирать, жрать, набирать вес. Но опять же замечено, что вот уже на северах, ребята, как бы, да, вот лето стало очень более жаркое. Глубин у нас не особо таких сильных стало, где ему прятаться. И, ну, то бишь, проводить есть зимовка, да, и это у него что получается? Летневка. Вот. И было замечено на больших реках, на той же Печоре, что плыли очень огромные налимы по 11 килограмм, которые просто не выдерживали температуру теплую. И получается погибали. И река мелеет, мелеет, и налим просто уходит. Он уходит ниже, но естественно он выше не поднимается, потому что чем выше, тем река меньше, уже. Он уходит все вниз, вниз, в ямы. Вот как-то так. Ну, на Енисее, не знаю, ребят, на Енисее там Эльдорадо, короче, налима. Охота попасть мне, конечно, на Енисей. Вот именно там, в такие, знаете, места, там Туруханск плюс-минус, где его как грязи и просто подолбить. Ну, я все-таки еще стараюсь каждый год делать рыбалки по налиму. Да, они, конечно, не бонусные, но как бы плюс-минус все равно что-то полавливаю. Как бы. Сейчас просто рыбаки в основном сейчас будут все уже закрывать сезоны, а я на плаву и я еще рыбачу. Такие дела, ребят. Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Да, ребятки, скучно. Не то слово.
11, уже 12 надо. Начало 12. Ну что, почистим грибочки. Почистим грибочки, ребята. Маленькие боровички. Набрал водички. Приготовим ужин, как говорится. Чистенькие, маленькие. Темная ночь. Чистенькие, ребятки. Смотрите, какие. Водичка от песка, чтобы сполоснуть. Ну и приготовим в собственном соку, ребят. Очень круто получается. Грибочек даст сок. В этом соке мы его и зажарим. Там, не знаю, пару красноголовиков, наверное, добавим. Но много-то и не надо. Такие малыши. Опа. Не клюет. Рано, что ли, еще? Я не знаю, ребят. Как это объяснить? Ну, походу, еще рано. Так. Красноголовичка таких маленьких тоже поджарим. Чистенькие. Так, приготовлю сковородочку. Кстати, знаете, вот это в мультиках-то вот на этих готовят, ну, на рожне, на шампурах. Никогда не готовил на костре. Надо как-то попробовать, ребят. Как это получается. Вот таких малышей. Нам много не надо, ребят. Так, лучка потом головочка есть. И, короче, забодяжим. Вот так вот будет. О, ребят. Шляпки чисто. Боровичок, красноголовик и маленькие ножки. Вот, от маленьких. Вот. Будем жарить в собственном соку на ужин. Отлично. Вот. Больше и не надо. Опять что-то здесь, ребята, происходит. Я уже чуть не заснул нафиг. Я уже чуть не заснул. Какая-то суета здесь. На какой непонятно. Странный подлещик какой-то, походу, опять. Вот он. Здесь.
какая-то поклевочка. Ага. Ну что-то качает вроде как. Ага. Будем брать. Зацепилась еще куда-то. А, нет, вот он. Сопляк, ребята. Первый хулиган. Ё-моё. Первый, ребята. Ну чё, налим? Налим. Победа. Победа. Как-то так. Так, ребят, что, сделаем вмещение, как говорится. Сегодня взял 2 аж коврика, ребят. Раскладушки не стал брать. Так, на 2 ковриках, я думаю, нормально будет. Печка все-таки. Так. И так. Нормально. Ну все. Это пойдет.
такой, ребят, налим попался. Шнурок, блин. Слышу, что-то кто-то звенит, блин. Ну-ка, брат. Так, давай-ка отсюда марш. Вот. Ну, как раз червей еще ему пачку. Опа. Давай, ох. Заводюга. О, блин. Что-то тут бряка, я думал, блин. Грибы жарю уже. Скоро расцветать уже будет. Дергает. Так хорошо, ребята. Ну, звенит и звенит, звенит и звенит. Кто-то подсел, короче. Надо идти. Кто-то долбит и долбит. Доброе утро, братва. Звенит и звенит, звенит и звенит. Не знаю там, кто там. Не знаю, сколько время. Солнышко, смотрю, уже встает. Ага. Пойдем посмотрим. Надо освободить бедолагу. Он тут все уже у берега, блин. Все у берега. У берега. Такое ощущение, что никого нет. Ух ты, густерочка. Густерочка шумит и шумит. Шумит и шумит. Или там кто-то еще шумит. Не знаю, ребят, больше никто там не звенит вроде, не качает. Блин, я так хорошо спал. Я думал, налим, блин.
Ради густерки я бы не скакивал. Но все остальные вроде как молчат. Пойдем дальше кимарить, ребят. Пару часиков надо еще кимарнуть, мне кажется. О, клевка, ребята. Прям какая-то зверская. Смотри, что делать, ребят. Против течения херачит. Рыба. Охренеть. И все. До свидания. Это было аттракцион. Что такое было, непонятно. Что-то было.
Время, ребята, 9 утра. Я понимаю, что никакой рыбалки нету, знаете, а уезжать просто неохота. Так тут кайфово, блин. Погодка сегодня прям смачная. Потихоньку собираюсь так. Уже все вещи подсобрал. Палатку надо сложить, да, снасти собрать. Заварил горячую кружку, ребят. Блин, уже борщи делали. Куриный, гороховый или там суп-пюре, не помню. А это такой кисленький, знаете. На осень в походы самое то. В термосе кипяточек с собой таскаешь, заварил вот так горячее, согреться. Ну и как бы так приятненько. Блин, знаете, такое самочувствие, ребят, дурацкое, когда вот, ну, грубо говоря, лег и встал. И непонятно, в общем. Да, в 5 утра лечь, в 5 и в 7 встать, это, конечно, так себе. То ли поспал, то ли не поспал, ребят, непонятно. Поклевка была классная, не знаю, что за хрень. Я думаю, что щука, может, мелочь какая-то подвисла, и потому что она аж против течения пошла, и потом обратно, а я бам, и тюм. Скорее всего, какая-то рыбка сидела, щука бахнула. Ладно. Сворачиваюсь, ребят. А уезжать неохота. Ёрш. Вот, скорее всего, на него щука и бахнула. Я так думаю, что сидел ёрш. На него она и хапнула. Ну, другого варианта пока у меня нет. На донках все те же окушки, ребятки. Хищник летует. Вот надо на спиннинг, надо рыбачить окуня. Ну вот и ладушки, ребятки. Подсобрался. Опять ерши, окуни висят. Ну, значит, 100% был ерш или окушок и бахнула щука. Но нам это не интересно, ребят. Паналим мы все-таки 2 хвоста. Вот. И не более того. Неспроста, ребят, что нет информации по налиму, что вообще пока его нигде не ловят, попадаются редко вот такие небольшие. Возможно, рано, ребят. Не знаю. Ну, сезон только начинается, так что будем искать, ребята. Будем ездить, будем ночевать. В целом, ребят, рыбалка по налиму — это целый поход. Потому что взаимодейственно все, и костер, и приготовление пищи, и ночь, и ночлег, лагерь, быт. В общем, это очень интересная рыбалка на самом деле. По рыбалке все сами видели, как поход, ребят, 100%. Ладно, давайте попёрли, ребят, до дома через сбор. Вот. Увидимся, ребят, в походе, на рыбалке. Так что давайте на связи. Всем удачи. Пока.